Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И вот основные темы. В Якутске в скором времени появится новая 4-звездочная гостиница. О запуске проекта сообщила делегация Якутии в рамках Восточного экономического форума. Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами, медалью за отвагу на пожаре. Будут награждены 12 человек. Школьники вернулись к учебе. После каникул требуется особая внимательность на дорогах. Наш корреспондент узнавал, какая работа проводится для воспитания юных пешеходов. Подписано соглашение о реализации проекта безуглеродной атомной генерации. Глава республики Айсен Николаев, генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков подписали данное соглашение. Документ предусматривает совместную разработку плана комплексного социально-экономического развития арктических территорий республики, модернизацию энергетической инфраструктуры и обеспечение энергии максимального количества потребителей. В рамках подписанного соглашения стороны рассмотрят возможность использования концессионной модели для реализации проекта сооружения атомной станции малой мощности в Якутии. Отмечается, что строительство станции позволит реализовать перспективные коммерческие проекты, а также обеспечить стабильность энергоснабжения и цен на электроэнергию. В столице региона в скором времени появится новая 4-звездочная гостиница на 180 мест. О запуске проекта сегодня также сообщила делегация Якутии на площадке Ростуризма в рамках ВЭФ. Здесь же министр предпринимательства Якутии Ирина Высоких рассказала о туристических возможностях нашего субъекта. Она отметила, что это направление в Якутии развивается, и с каждым годом поток туристов только увеличивается. В апреле 2021 года инвестиционному проекту по созданию гостиничного комплекса был присвоен статус масштабного инвестиционного проекта, что позволит реализовать его в рамках особого правового порядка. Он имеет поддержку на федеральном уровне и предполагает получение льготного финансирования по линии Ростуризма. Сейчас прошло сразу 3 мероприятия, посвященные Республике Саха-Якутия. Это объявление о старте строительства гостиницы. К нам заходит АФК-система «Космос Хотел Групп» и построит первую гостиницу «Космос» в городе Якутске на 180 номеров. Также была презентована туристическая Якутия. Я рассказала о тех турмаршрутах, которые ожидают наших туристов, которые посетят республику, о событийных мероприятиях, о планах, которые в области развития туристической инфраструктуры есть у нашей республики. И мы подписали соглашение с Приморским краем, с агентством по развитию туризма, с Владимиром Щуром, с которыми сейчас у нас очень много мероприятий совместных, в том числе, как вы знаете, у нас сейчас очень много направлений по железной дороге открыто новых, в том числе в Приморский край. И, конечно, мы хотим обратный поток. Как раз для этого мы подписываем это соглашение, чтобы определиться с подходами о развитии совместного сотрудничества с Приморским краем. Между тем, сегодня в рамках работы на форуме делегация Якутии подписала очередное трехстороннее соглашение с банком ВТБ и научно-производственным объединением «ЭКАР». Как сообщили участники мероприятия, в рамках данного соглашения в Якутии в отдаленных населенных пунктах региона будут решаться вопросы утилизации мусора. Данное сотрудничество для Якутии новое направление, которое в будущем будет только развиваться. К другим темам. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. За отвагу, смелость и решительность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью за отвагу на пожаре 8 человек. В том числе одного посмертно. Это Игитяна Элбаги Агасьевича, машиниста эскаватора, который погиб при тушении. По Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий также медалью за отвагу на пожаре будут награждены 4 человека. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки на территории республики выявлено 147 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 86 в Якутске, в Вилюйском, Кобяйском, Нерюнгринском районах по 5 случаев. В Амгинском, Ленском, Мирнинском районах по 4 заболевших. И еще в 17 районах зафиксировано от 1 до 3 случаев заражения.
Необходимо обратить внимание, что вакцинация является первейшей задачей, поставленной сегодня перед органами государственной власти, учреждениями здравоохранения республики. И, соответственно, заслушивается на ежедневном докладе, соответственно, состояние вакцинации по наиболее проблемным точкам. Сегодня после заслушивания вчера ситуации в Верхневилюйском улусе по низкому уровню вакцинации, сегодня получено поручение главы республики выехать в Верхневилюйский улус для того, чтобы разобраться с ситуацией с низкими темпами вакцинации. Соответственно, группа оперативного штаба сегодня выйдет в Верхневилюйский улус, и завтра уже мы дадим информацию о том, что же является причиной низких темпов вакцинации в Верхневилюйском улусе, и, соответственно, проведем организационные мероприятия, направленных на то, чтобы восстановить своего рода санитарно-эпидемиологическое благополучие и в этом улусе республики. Отопительный сезон начался в 17 районах Якутии. Еще в 19 районах запуск тепла планируется до 10 сентября. Подготовка к отопительному сезону идет в штатном режиме. В настоящее время процент готовности объектов по республике составляет 90%. По объектам сетевого энергокомплекса, пострадавших от лесных пожаров, завершены восстановительные работы в Намском улусе. Также завершено строительство новых внутрипоселковых сетей в селе Бяськёль. Оперативно энергетиками было восстановлено почти 1,5 километра электрических сетей. В настоящий момент аварийно-восстановительные работы продолжаются на линии электропередач Чурапча-Хандыга. Ограничений по электроснабжению нет. За 8 месяцев текущего года количество преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий увеличилось до порядка 1700 случаев. В прошлом году зарегистрировали около 1000 обращений пострадавших граждан за аналогичный период. Общий ущерб составил более 210 миллионов рублей. В 2020-м пострадавшие потеряли 86 миллионов рублей. Речь идет не только о звонках мошенников, представляющихся сотрудниками банков, но и об интернет-мошенничестве. Так, например, в минувшие дни в полицию города Якутска обратился мужчина, потерявший более 5 миллионов рублей на фондовой бирже, организация которой была незаконной. Вышел на мошенников потерпевший через ссылку в сети, которая привлекла его обращением быстрого заработка. Мошенники под видом биржи по купле-продаже криптовалют действуют. То есть на самом деле существуют определенные биржи, которые зарегистрированы там в определенных государственных учреждениях, которые действуют на основании закона, на правовых основаниях. Все. Есть биржи фондовые. Видите, что какая-то реклама, выскочила какая-то реклама, нужно просто ввести ее в поисковую строку Гугла там, или Яндекса и посмотреть отзывы. Вот и все. Только по отзывам. Школьники вернулись к учебе. После каникул требуется особая внимательность на дорогах, особенно первоклассникам. Они делают первые самостоятельные шаги по пути в школу. Воспитать грамотных юных пешеходов и пассажиров можно только совместными усилиями инспекторов ГИБДД, педагогов и родителей. Какая работа проводится в этом направлении в Нерюнгри, расскажут наши коллеги. Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях свидетельствуют о том, что родителям необходимо более строго осуществлять контроль за перемещением детей, рассказывать им о безопасном маршруте дом-школа-дом, показывать на своем личном примере, как необходимо соблюдать дорожные правила. На территории Нерюнгринского района по сравнению с прошлым годом и аналогичным периодом отмечается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы несовершеннолетние. Так, если в 2020 году у нас было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых получили травмы несовершеннолетние дети, то в 2021 году у нас зарегистрировано 3 ДТП, в которых получили травмы несовершеннолетние участники дорожного движения. Также отмечается увеличение административных правонарушений. Если у нас в 2020 году несовершеннолетними были совершены административные правонарушения по статье 12.7, это управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. В прошлом году у нас было 7, то в этом году у нас уже идет 19 рассмотренных материалов комиссии по делам несовершеннолетних. На профилактических лекциях и беседах в образовательных организациях внимание акцентировано на моделировании и обсуждении с детьми различных дорожных ситуаций, в которых они могут оказаться. Как безопасно перейти проезжую часть, где можно кататься на велосипеде. Учащиеся с удовольствием отвечают на вопросы сотрудников и задают интересующие их вопросы. Где же можно переходить через дорогу? Так, кто красиво
Вот у нее молодой человек. Пешеходном переходе, подземном переходе. Сотрудники госавтоинспекции продолжают работать в усиленном режиме. Наряды дорожно-патрульной службы обеспечивают безопасность пешеходов вблизи образовательных организаций Нерюнгринского района. Полицейские не только обеспечивают безопасность дорожного движения, но и проводят разъяснительную работу с детьми и родителями. Вручают школьникам и их родителям тематические памятки и буклеты, световозвращающие значки и наклейки, напоминают взрослым о необходимости соблюдать требования правил дорожного движения при перевозке детей в автомобилях, предупреждает маленьких пешеходов об опасностях, которые могут подстерегать их на пути от дома до школы. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Новый учебный год и новые учебные классы. Благодаря компании «Транснефть Восток» в 4-й школе города Ленска модернизировали кабинеты физики и химии. На их торжественном открытии побывала Анна Кожевникова. Интерактивная доска, компьютер, лабораторные комплекты, электронные приборы, защитные очки и другое учебное оборудование появилось в кабинетах химии и физики в школе номер 4. Собственно, сами классы были полностью модернизированы в рамках реализации корпоративной благотворительной программы компании «Транснефть Восток». Помимо того, что они отремонтировали кабинеты, они отремонтировали также лаборатории к этим кабинетам и предоставили мебель и оборудование для обучения. То есть это оборудование для подготовки ЕГЭ и ОГЭ учащихся, а также выполнение лабораторных и практических работ. Учиться физике и химии в новых кабинетах будут 7- и 8-классники. Помимо основных уроков, обновленные классы станут площадкой для внеурочной деятельности. Здесь планируется проведение отборочных этапов WorldSkills, работа клуба «Юный инженер», подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по химии и физике. В первую очередь и обстановка тоже способствует образовательному процессу. И от этого, во-первых, и на душе легче, когда ты не на каких-то там партах сломанных, когда вот все просто вдохновляет. У нас век технологий и процесс информатизации общества происходит. Это очень интересно, когда ты становишься частью будущего мира, ты его строишь. На капитальный ремонт кабинетов 4-й школы города Ленска «Транснефть Восток» выделила 7,5 миллионов рублей. На эти средства заменили системы водоснабжения, отопления, канализации, пожарной сигнализации. Установили камеры видеонаблюдения, отремонтировали стены, полы и потолки. И установили долгожданный и дорогостоящий предмет – вытяжной шкаф в лаборатории кабинета химии. Мы желаем, чтобы дети получили именно технические знания, в дальнейшем поступили в технические вузы и вернулись к нам на предприятие. Мы выбирали школы, скажем так, по принципу присутствия нашего. Это не только регион Якутия, это также Иркутская область, Амурская, это Красноярский край. В данный момент по этой программе только нашим предприятиям, именно «Транснефть Восток», отремонтировано более 60 классов за прошедшие 3 года. Капитальный ремонт учебных классов – часть благотворительной программы по развитию объектов социальной структуры Дальневосточного федерального округа. Значительное внимание в ней уделено поддержке социальных объектов Якутии. В этом году нефтепроводная компания направила на поддержку социальной сферы республики более 47 миллионов рублей. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Алданском районе стартует досрочное голосование. В эти выходные оленеводы и охотники проголосуют на отдаленных стойбищах и угодьях. В преддверии голосования члены участковых избирательных комиссий поучаствовали в семинаре-практикуме, рассказывает Руслан Павлов. За 2 недели до выборов члены участковых избирательных комиссий Алданского района подтягивают матчасть. Помимо повторения теоретических знаний, на практике оттачивают нюансы выборного законодательства. Мы вот прям сами члены участковых избирательных комиссий пощупают, посмотрят, да, как это нужно будет осуществлять. То есть непосредственно сам процесс перемещения бюллетеней с переносного ящика в стационарный, перемещение бюллетеней из стационарного ящика в сейф-пакеты, допустим, они будут разыгрывать такую ситуацию. Другая, допустим, такая ситуация у них будет, это перемещение бюллетеней из переносных ящиков в сейф-пакеты. Помимо того, мы рассмотрим еще такие
как сказать, неадекватные ситуации, которые могут возникнуть именно непосредственно в дни голосования. Свод правил остался прежним, однако волнение иногда берет верх над холодным разумом, и сразу появляются небольшие ошибки. Впрочем, на 90% участковые избирательные комиссии укомплектованы опытными кадрами, которым не страшен даже трехдневный выборный марафон. Мы уже не первый раз, по-моему, третий, да, наверное, раз мы уже идем на 3 дня. Нет, не пугает. На ваш взгляд, такая практика, она помогает избирателю или наоборот? Я думаю, да, помогает. Нету столпотворений никаких, нету очередей, нету никаких споров у людей. Все проходит очень даже хорошо. 3 дня на голосование – это мера безопасности в период пандемии. Санитайзеры, маски, перчатки в избытке. При этом главное условие – члены избирательных комиссий должны быть привиты и ревакцинированы. Отрабатываем по членам избирательной комиссии и лиц, которые будут наблюдателями, и посещать, получается, дома и социальные объекты, когда будет проходить голосование. Семинар-практикум – крайняя репетиция перед основным актом. Уже в эти выходные члены избирательной комиссии направятся в отдаленные стойбища и охотничьи угодья для проведения досрочного голосования. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Сегодня день окончания Второй мировой войны. Более 2000 якутян участвовали в Западном и Восточном фронте, храбро защищали жизнь и свободу всего человечества. Среди них был Наум Слепцов, уроженец Татинского улуса села Черкех, участвовал в уничтожении Квантунской армии на Восточном фронте. Был метким пулеметчиком 152-го ударного батальона 36-й армии. В сентябре 1945 года участвовал в освобождении города Хайлар. На родную землю демобилизировался в 1951-м. С тех пор посвятил жизнь воспитанию подрастающего поколения, преподавал математику. Сейчас ветерану ВОВ 97 лет, но несмотря на преклонный возраст, он играет в шашки и шахматы. Является кандидатом мастера спорта. С 2010 года в республике традиционно проводит командные турниры по шахматам, где вручает свои именные призы. Также ветеран ВОВ Наум Слепцов, победитель номинации «Якутянин года» и является почетным старейшиной республики. Обращаюсь к молодому поколению, чтобы они всегда помнили, чтили, гордились и защищали память о подвигах своих славных дедов и прадедов. Также сегодня в честь дня, посвященного 76-й годовщине окончания Второй мировой войны, в 202-м микрорайоне в мемориальном комплексе «Солдат Туймады» руководство города возложило цветы. В годы Второй мировой войны Якутия немало сил вложила в эту победу. Сокрушительный разгром Квантунской армии и последовавшая за ним капитуляция империалистической Японии имели всемирно-историческое значение. Советский Союз победой поставил точку во Второй мировой войне. Сегодня вся страна отмечает день окончания Второй мировой войны. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина сегодня, 3 числа, у нас отмечается День воинской славы и день окончания Второй мировой войны. И, конечно же, в этот день мы отдаем дань павшим героям нашей страны, в том числе якутянам, которые были призваны и на Западный фронт, и на Восточный фронт. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.